Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствую. В конце марта в Якутии стартует событие, которое ждут все любители шахмат. 4-й Кубок главы республики в этом году посвящен юбилею столетию шахматного движения в нашем регионе. Об особенностях турнира, составе участников и планах по развитию шахмат в республике мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Владимир Егоров, генеральный директор целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия, президент Федерации шахмат Республики Саха. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, в этом году Кубок приурочен столетию. Что поменяется в формате турнира? Вы знаете, хотел бы сначала отметить, что столетие шахмат в республике – это отсчет от первого чемпионата Якутска, тогда только в городе Якутске сильнейшие шахматисты были. Вот. Ну и в этом году мы отмечаем эту такую солидную дату. И наш 4-й Кубок главы Республики Саха-Якутия включает в себя 4 разных турнира именно всероссийского уровня. Если первый Кубок главы был только, включал в себя этап Кубка России по классическим шахматам, в последующем мы включили Рапид, Блиц, то в этом году у нас будет соревнование по шахматной композиции. И надо сказать, что мы стараемся проводить соревнования не только в городе Якутске, но и за пределами. Если в прошлом году у нас Блиц-турнир состоялся в городе Покровске, то в этом году у нас шахматная композиция состоится в Хангаласском районе, в комплексе Ортодойду, а Блиц-турнир у нас состоится в Нижнем Бестяхе, в Едино-Кангаласском районе. Вот такие нововведения в этом году. А хотелось бы узнать подробнее о шахматных композициях. Да, вы знаете, шахматная композиция – это очень интересная самостоятельная дисциплина вида спорта шахматы, по которым тоже даются разряды, звание, мастер, гроссмейстер и так далее. Да? И шахматная композиция – это фактически решение задач. При этом задачи такие интересные. Это задачи могут быть мат в 2 хода, в 3 хода, в несколько ходов. Это шахматные этюды и также такие уникальные задачи на обратный и на кооперативный мат. Кооперативный – это когда и белые, и черные фигуры вместе стремятся поставить мат черному королю. А обратный мат, когда белые делают такие ходы, что вынуждают черного короля получить мат. Поэтому вот получается очень интересные такие необычные, нужно оригинальное необычное мышление для того, чтобы решать вот эти задачи. Да, интересно действительно. Ну и вот по поводу участников. Да, кто из гроссмейстеров подтвердил свое участие? Сейчас у нас уже подтвердили 7 гроссмейстеров участия. 5 из них будут участвовать во всех видах, начиная с шахматной композиции. Кто-то будет участвовать только в быстрых и блиц, а кто-то будет участвовать только в классике. Вот 7 именно гроссмейстеров, то есть обладателей высших шахматных званий, примут участие в нашем Кубке главы. Ну а также есть и международные мастера, есть еще и любители шахмат достаточно высокого уровня, но не достигшие таких званий. Вот из Москвы к нам приезжает такой ветеран, ему уже под 70 лет, Павел Якименко, с удовольствием приезжает к нам поиграть в шахматы. А вот интересно, кто вот из них, вот какие-то такие фавориты, возможно, есть, за которыми будет очень интересно наблюдать? Да. В этом году, получается, у нас, во-первых, 2 обладателя Кубка главы прошлых лет. Это Дмитрий Кокарев. Он вообще 15 раз выигрывал этап Кубка России. Вот. Был и победителем всероссийских, европейских, международных соревнований. И очень известный гроссмейстер Вадим Звягинцев. Он и в Олимпиаде, в команде сборной России выигрывал во Всемирной шахматной олимпиаде и чемпионате мира тоже в командном составе. И более того, то, что интересно, он сейчас обладатель уникальной беспроигрышной серии. В 124 партии он не проигрывал. И здесь мы будем все с нетерпением ждать. Либо он побьет рекорд Магнуса Карлсена, который 125 партий таких провел. Это наш сильнейший шахматист мира. Да? Вот Вадим Звягинцев имеет шансы побить этот. Да? Хотя это не абсолютный рекорд, есть абсолютный, но именно в таких в шахматной элите это такой, наверное, может все-таки рекорд, да? И Вадим Звягинцев либо его кто-то остановит, либо он побьет рекорд. Да. Вот. И плюс еще у нас есть очень интересная шахматистка, единственная женщина среди гроссмейстеров,
Наталья Погонина. Она была вице-чемпионкой мира в 2015 году, заслуженный мастер спорта. Вот. В прошлом году она к нам приезжала. Конечно же, была фавориткой среди женщин. Но надо сказать, что наши женщины во всех 3 дисциплинах блиц, рапид и классика обошли ее. Несмотря на то, что она была фавориткой. И это были все 3 разные наши якутские шахматистки. Вот. Ну, понятно, что там жеребьевка турнира, система проведения швейцарские и так далее тоже как-то способствовали, может быть, тому, что, несмотря на то, что она хорошо играла, она не смогла стать лучшей в этих дисциплинах. Поэтому в этом году она наверняка едет с настроением победить. Да. Ну что ж, и очень интересно, вот что ждет победителей, да, возможно, какие-то награды, призовой фонд, возможно, какие-то уникальные медали, что-то вот. У нас вот этап Кубка России по классическим шахматам довольно такой большой призовой фонд, наверное, ну там есть разные градации этапов Кубка России. У нас мы попадаем в такую верхнюю категорию, скажем, да, у нас призовой фонд именно по классике превышает 1 миллион 100 тысяч рублей, плюс у нас достаточно хорошие призовые фонды и по быстрым, и по блицу, по композиции. В целом где-то около 2 миллионов получается, да, призовой фонд. И, соответственно, у нас же традиционные кубки. Это кубки от компании, значит, нашей традиционной в виде якутских чоронов от нашей компании «Камелек». И эксклюзивные медали из драгоценных металлов вот мы делаем именно на классике, да, от компании «Кергия». Поэтому, в общем-то, все участники бывают обычно очень довольны своими и призами, и вот такими наградами. Ну, судя по всему, будет очень, очень интересно, и борьба будет такой зрелищной. И хотелось бы поэтому узнать, вот, а где-то будет, возможно, онлайн-трансляция. Как могут вот болельщики следить? Да, ну, во-первых, у нас работает сайт kapsakhaches.ru. Ну, если в поисковике набрать Кубок главы Республики Саха-Якутия, то это быстро можно найти. Там у нас будет ссылка на, во-первых, видеотрансляция, то есть будет у нас, во-первых, классика будет проходить в Национальном художественном музее, традиционно, это очень красиво, будут играть среди картин, и получается будет видео оттуда, то есть можно проследить, как в живом реальном времени играют шахматисты, как думают, да, делают ходы, вот. Ну, напряжение, как говорится, будет видно в ведении этих шахматных партий, и плюс на специализированных шахматных сайтах будет трансляция именно самих партий. Да, и там могут любители шахмат следить, анализировать партии и как бы вот соучаствовать, можно сказать, в этом турнире. Да. Очень интересно, сколько сейчас людей в республике занимаются шахматами, да, вот как поддержка, возможно, есть какая-то юных игроков. Знаете, шахматы один из самых популярных видов спорта у нас в Якутии вот сейчас стал, да. Порядка 9 тысяч шахматистов вот именно по статистическим данным официальным занимаются шахматами. И интересно, что около 3000 это женщины. Угу. Ну что ж, вот я знаю, что вы сами тоже играете в шахматы, да? Есть ли любимая партия или, возможно, момент, который вот запомнился за годы работы Федерации? Подробнее расскажите немножко. Да, знаете, вот вообще шахматы — это такой замечательный вид спорта, где каждый может найти свое как бы чувство красоты и получить удовольствие от разного типа партий совершенно, да. Как правило, вот начинающие любят такую комбинационную игру, когда серия жертв, неожиданных там головоломных каких-то трюков приводит к победе. Особенно там ценится жертва ферзя там, и так далее, да. Вот. Уже шахматисты более мудренные, да, они часто получают удовольствие от того, как провели партию с позиционной точки зрения, со стратегической точки зрения, да. То есть соперник не дал, как говорится, тебе больших шансов, он не ошибается, но ты, тем не менее, его потихонечку переиграл. Это бывает очень ценно. Вот. Из тех партий, которые вот запомнились мне лично, да, вот, особенно ценно, когда же с сильным соперником играешь. Ну, в одном из таких турниров, ну, наверное, первых турниров, где я вот играл на рейтинг, мне встретился мастер ФИДЕ из Свердловской области, и тогда я провел такую одну очень достаточно сложную стратегическую идею. Это изолированная пешка, когда получается пешка без поддержки своих соседей, одна при поддержке только своих фигур
значит, идет вперед на соперника, при этом вызывая как бы огонь на себя. И когда соперник атакует эту пешку, концентрирует все усилия туда, пытаясь ее выиграть, а в этот момент пешка делает ход вперед, и тем самым все планы соперника разрушаются. Вот, и вот мне удалось как-то вот провести эту партию против мастера Фида и выиграть ее. Поэтому такая партия мне запомнилась. А так бы я хотел бы сказать, что вот вообще мы же сказали, что достаточно много шахматистов вот сейчас уже занимаются. У нас есть неплохие успехи наших ребят, которые занимаются в гроссмейстерской школе. Вот Антон Вячеславович Шамоев, бурятский гроссмейстер, первый бурятский гроссмейстер, он также будет участвовать в Кубке Главы, на быстрых, на блице, и будет готовить наших ребят к партиям. Да? И вот получается, наши ребята уже завоевывают медали на первенствах России. Вот. И вот сейчас на чемпионате Дальнего Востока вот две девушки наши, они завоевали на двоих 3 медали. По решению шахматной композиции Полина Пак стала чемпионкой Дальнего Востока среди женщин. А Арина Васильева, она взяла 3-е место по шахматной композиции и также заняла 3-е место по классическим шахматам. Вышла в финал, то есть финал вот наш чемпионат России по шахматам. В высшей лиге она будет участвовать, вот уже бороться за медали. Вот по композиции также, да, кстати, очень интересное это вот направление. С нами занимается 3-кратный чемпион мира Данила Павлов. Это молодой человек, ему 20 с небольшим лет, но он уже 3-кратный чемпион мира. И вот работа с ним уже дает тоже определенные плоды. Вот та же Полина Пак, она выиграла первенство России среди девушек до 19 лет. Арина Васильева 3-е место брала тоже по решению композиций. И на чемпионате мира они участвовали среди женщин. Полина заняла 7-е место, значит, Арина 9-е место. Поэтому вот такие серьезные уже результаты у нас. И мы надеемся, что в будущем наши, ну вот, во-первых, на Кубке Главы мы все с нетерпением ждем таких решающих встреч с такими именитыми противниками, которые у нас будут, да, и надеемся, что вот на дальнейший их шахматный рост. Вот в прошлом году Арина Васильева выполнила норму мастера Фиде. Вот в этом году мы надеемся вот наших парней. Вот. В прошлом году, кстати, вот Альберт Постников очень хорошо выступил на Кубке Главы, и он тогда как раз-таки с победителем Кубка Главы Вадимом Звягинцевым сыграл в ничью. Вот. Поэтому мы надеемся, что в этом году также нас ждут интересные, увлекательные поединки. Ну что ж, Владимир Анатольевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Желаю успеха вам, и мы будем с удовольствием следить за Кубком.